14 декабря глава Коми Владимир Уйба провел прямую линию, которая транслировалась в социальных сетях и в эфире телеканала «Юрган». От жителей республики поступило огромное количество вопросов, в том числе и от интинцев. Один из них касался агрокомплекса «Инта Приполярная». Галина Терентьева поинтересовалась, какая ведется работа по сохранению сельхозпредприятия. Агрокомплекс «Инта Приполярная» – убыточное предприятие, особенно по содержанию коров и выпуску молочной продукции. Принимаются меры для того, чтобы сохранить сельхозпроизводство. Правительством принято решение сделать ставку на разведение и содержание оленей. Увеличивая заготовку оленины, республика планирует сохранить число рабочих мест. Молоко для жителей Инты будет завозить Сыктывкарский молочный завод. Занимаемся Интой Приполярной, по сути, с 2020 года. Я непосредственно всегда при посещении Инты всегда смотрю Инту Приполярную, потому что, во-первых, даю поручения и смотрю, как они исполняются. У нас там два направления. Первое направление – это молочное, разведение, содержание молочного стада. К сожалению, это затратное. Мы 2 года я по этой теме работаю, мы не можем выйти там на плюс. Основная проблема – это, конечно, огромная себестоимость по заготовке кормов. Корма сложно очень заготавливаются, комбикорм надо везти, затраты на доставку, и, конечно, это все ложится на себестоимость литра молока, она там нереально высокая. Соответственно, дотации надо, потому что в магазине или там в детском саду молоко должно быть по рынку, иначе придет Вологда или Киров. Соответственно, мы должны датировать. А второе направление – это как раз разведение содержания оленей. Это направление, что называется, в десятку. Это направление, которое и по территориальному, и по экономическому составляющей, и по климату это как раз для Инты. И поэтому это направление мы сегодня усиливаем. И опять же не на словах. Например, мы компенсировали килограмм оленины всего до 2020 года, до 2021 10 рублями. Понятно, что кому интерес, когда у тебя компенсация 10 рублей на килограмм. Так вот, сегодня мы компенсируем 140 рублей за килограмм. То есть 14 раз мы подняли сразу. Потому что понимаем, что поднимать там на 10-15% ничего не даст. И тут же выросла закупка оленины в разы. То есть обратная связь. То есть мы поднимаем стоимость компенсации стоимости килограмма оленины, до 140 рублей. И тут же идет объем количества сдачи оленины, заготовки ее. Поэтому четко адекватная совершенно мера поддержки, и мы понимаем, что это то направление, которое должно быть для Инты. Мы по молочному стаду начали программу вывода молочного стада. Мы в этом году вывезли порядка 100 голов племенного молодняка в предприятие «Южное», это в Прилузье. Племенной скот уже там, и нормально они перенесли переезд. Но еще там остается более 180 коров, и шлейф, там порядка 30 телят. Поэтому, конечно, это программа следующего года. На этот год, на весь кормовой сезон, кормов достаточно, но, повторяю, молоко золотое. Поэтому, конечно, мы все-таки любое хозяйство должно быть рентабельным. Мясо оленя рентабельно, и мы буквально, я говорю, поддержали до 140 рублей за выкуп компенсации килограмма, и тут же взлетел количество заготовки. А по молоку, что представьте себе, мы по молоку только поддержку на этот год по молоку более 30 миллионов рублей. И все равно оно убыточное, все равно оно золотое, это молоко. Поэтому, конечно, все стадо молочное будем переводить в более южные наши районы.
где молоко рентабельное. Ну, а здесь будем молоко привозить, потому что есть наши хозяйства, наши же Сыктывкарский молочный завод, который готов к поставку молока. И здесь выгоднее поставки молока осуществлять все-таки вот с наших южных районов республики. Отвечая на вопросы жителей республики, глава Коми также рассказал о планах развития арктических территорий, куда в том числе включена Инта. Сейчас в Минвостокразвитии России на утверждении находится план социального развития центров экономического роста Республики Коми. Их будет 4. Один из них – Центр развития минеральных ресурсов и горного туризма в Инте. На 2022-2023 годы на развитие арктических территорий республики предоставлено более $1 миллиарда рублей. Деньги будут направлены на приобретение аэродромной и пожарной техники для территориальных подразделений противопожарной службы для всех арктических муниципалитетов. Помимо этого планируется покупка 20 автобусов ПАС, по 5 единиц для каждого арктического муниципалитета. Также будет приобретена коммунальная и снегоочистительная техника для Воркуты, Инты и Усть-Цилимского района.